Добрый день, уважаемые избиратели, добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Я хочу прокомментировать отставку главы нашего региона Шалбана Валерьевича Караула. 7 апреля президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал добровольную отставку нашего главы региона. И временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Тавальштаевич Хавалык. Владислав Тавальштаевич Хавалык считает, что в ближайшее время главными направлениями для развития нашей республики должны стать реализация индивидуального плана социально-экономического развития Тувы. Прежде всего нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость населения, сказал Тавальштаевич Владислав на встрече с главой государства Владимиром Владимировичем Путиным и уточнил, что речь идет о предприятиях по переработке сельхозсырья и легкой промышленности. И мы, все жители нашей республики, желаем, чтобы у Владислава Тавальштаевича все получилось, и будем ему всячески помогать. Теперь я должен немножко рассказать про поддержку нашего населения, так называемой такой категории «Дети войны». 19 марта 2021 года у нас состоялась республиканская конференция «Детей войны». Я был избран председателем правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны». На этой конференции также у нас было избрано правление в количестве 7 человек и ревизионная комиссия. На нашей конференции было принято обращение к главе нашего правительства, председателю Законодательной палаты Верховного Хурала парламента Республики Тува и также к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Данные обращения нами были переданы и в правительство, и в Верховный Хурал. Это было передано 21 марта. Мы сейчас ждем по истечению месячного срока, какая будет резолюция. Также я думаю, что наша республика не обеднеет. Произвести какие-то там льготы по оплате, допустим, за коммунальные платежи, за то же отопление и за то же электричество. При желании это все можно сделать. Я не думаю, что у наших депутатов Верховного Хурала нету ни дедушек, ни бабушек, ни тетей, ни дядей, за которые они точно так же должны беспокоиться. И поэтому я призываю всех жителей нашей республики поддержать нашу инициативу о принятии закона республиканского о детях войны. Мы должны улучшить жизнь этой категории людей. Большое спасибо. Здравствуйте, уважаемые земляки, наши партийцы, наши сторонники и уважаемые избиратели нашей республики. Вчера была анонсирована отставка главы Республики Тува по собственному желанию. Президент поддержал и временно исполняющим обязанности назначил Хавалыга Владислава Тавальштаевича. Как анонсировал Владислав Тавальштаевич, все вопросы, проблемы, которые он озвучил, действительно для нашей республики архиважные и требующие немедленного решения. Тувинское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации будет участвовать в выборах. У нас программные цели обозначены Центральным комитетом, и мы будем по линии Центрального комитета работать. Мы желаем, чтобы предстоящие выборы 19 сентября 2021 года, чтобы были честные, прозрачные. И желаю, чтобы наши избиратели нас также поддерживали, нашу партию, нашу программу и наших кандидатов. Спасибо. Передаю слово нашему коллеге Денису Павловичу Денисову. Здравствуйте, дорогие зрители. Я Денис Денис, член бюро Туфриском КПРФ. Мы всегда будем за прямые выборы главы. На наш взгляд, отставка вызвана различными причинами, прежде всего экономическими. Мы приветствуем сменяемость власти. Главное, чтобы все эти процессы помогали простому народу чувствовать себя лучше.
за последние месяцы в различных ресурсах, насколько мы знаем, экс-глава Тувы Шалбан Караол несколько раз попадал в рейтинги худших губернаторов. Отставка губернаторов прогнозировалась давно. Об этом не говорил лишь ленивый. А ее задержки оказались вызваны скорее поиском подходящей кандидатуры. Тыва, как ни крути, сложный и малопривлекательный регион для внешних игроков. И система выбирала замену преимущественно из местных кадров. Итог этой ротации вы все видели. Владислав Хавалык назначен исполняющим обязанности главы региона. Мы также всегда готовы подключиться к работе в надежде на конструктивный подход по целому ряду вопросов. Недавнее распоряжение федерального правительства о переносе на 2026 год строительства первой в Туве железной дороги, которая позволит связать регион с Красноярским краем, мы считаем симптоматичным. Мы, коммунисты, уверены, что республике необходима перемена. Слабая социальность Тувы, безусловно, нуждается в федеральной поддержке. Однако необходимо уверенно и четко реализовывать повестку развития и эффективно тратить бюджетные средства. Выборы должны стать в республике честными и конкурентными. В республике сейчас масштабная бедность, высокий уровень безработицы, больная система выборов и крайне туманные перспективы развития. Несмотря на принятый индивидуальный план развития республики, назначенный в Рио главы Владислав Хавалык лишь отчасти можно называть преемником уходящего Караола. Новый в Рио входит в те же структуры, что и Шалбан Валерьевич Караол, и зарекомендовал себя в качестве управленца, неплохо проявившего себя во взаимодействии с федеральными структурами власти. Основной задачей нового в Рио будет эффективное взаимодействие с системой, с партиями, а также снятие социальной, в том числе и выборной напряженности в республике. Главное, что должен понимать новый в Рио, это ответственность перед народом Тувы в принятии тех или иных решений. Оппозиция со стороны власти не должна ущемляться в правах. Диалог необходимо вести открыто и честно. Мы также неоднократно говорили о том, что сменяемость власти, ее мобильность принесут только пользу нашей республике. На ближайшей встрече, которая, мы уверены, будет организована, мы предоставим новому в Рио главы свой план социально-экономического развития республики в программе «10 шагов к достойной жизни». Спасибо за внимание. До свидания.